Все вокруг тебя складывается как бы в эту корзинку, и все тебе удается. Мне кажется, что вот такого состояния потока нужно добиваться. И, Сергей Леонидович, мы без вас женили. Значит, в чате развернулась дискуссия, подумали, что нужно сделать методичку от Сергея Леонидовича, как готовиться к Олимпиадам. Одобряете это дело? Ой, ну, наверное... Вашу запись расшифруем, вам пришлем на утверждение. Мне кажется, чудные советы сегодня давали, которые были бы всем важны. Спасибо большое. Если надо, то надо будет сделать. Спасибо большое вам, что поучаствовали. Если есть, ребят, вопросы, пишите, пожалуйста. На некоторые тут у нас в чате уже отвечают. Значит, хотелось бы уточнить, есть ли... спасибо вам пишут. Спасибо огромное, спасибо огромное. Есть ли Олимпиада по черчению, коллеги? Подсказывайте. Конечно, да? Да. Олимпиада есть. Это в предметах Олимпиады школьников Республики Саха. Хорошо. Спасибо, идем дальше. И мы представляем слово главному человеку в этом нашем сегодняшнем общении, ученику 11 класса Якутского городского лицея Кириллу Ескину. Значит, тут дальше у меня целый лист его достижений. Победителем Республиканского фестиваля школьников по интеллектуальным играм, участников региональной олимпиады по французскому, республиканской командной олимпиады по программированию. Смотрите, как интересно. Диплом 3-й степени по естественно-научному направлению. В 2019 году призер регионального этапа по истории, победитель по обществознанию, по литературе, призер заключительного этапа по литературе. И в 2020 году победитель регионального этапа по обществознанию. Кирилл, ну рассказывайте, как дошли до жизни такой? Здравствуйте. Что вам больше всего нравится в этом бесконечном перечне предметов? Пожалуйста, меня слышно? Алло. Скажите, пожалуйста, меня слышно, нет? Все хорошо. Так, добрый вечер еще раз, уважаемые участники встречи. Меня зовут Ескин Кирилл, я ученик 11 класса Якутского городского лицея и в 2019 году. Ну, я бы хотел продолжить вот мысль Сергея Леонидовича и вот рассказать про, наверное, свое видение Олимпиад, наверное, про вообще, как я начал этот путь олимпиадный. И мы все понимаем, что Олимпиада – это в первую очередь, ну, как, наверное, со стороны многие думают, родители, там, учителя, ну, напиши Олимпиаду, поступи в вуз, там, ну, Олимпиада – это что такое? Это, ну, что-то типа контрольной работы, там, но на самом деле это совсем не так. Олимпиада – это в первую очередь, как мне кажется, это творческое мышление. То есть, да, ты должен знать какие-то факты, какие-то общеизвестные из школьной программы, то, что проходится, но в первую очередь это способность думать и из вот этих основных базовых фактов их развивать, находить какие-то их продолжения, приходить к каким-то собственным выводам. И поэтому Олимпиада – это в первую очередь такое развитие аналитического мышления, развитие творческой способности. И, конечно же, вот эта тема поступления сейчас очень стала модной, и я общаюсь с другими олимпиадниками, и некоторые, вот, что меня расстраивает, считают, что это реально просто способ поступить в вуз. Но я считаю, что это совсем не так. Вот представьте себе спортсмена, который будет заниматься там футболом, теннисом, чем угодно, чтобы выиграть там чемпионат или чтобы заработать денег. Ну, никогда он не добьется успеха. В первую очередь, Олимпиада – это про любовь к предмету, про то, как ты горишь этим предметом, и про то, как тебе интересно узнавать новое, тебе интересно выходить за рамки. Конечно же, это, чтобы такое было, нужно, чтобы сложилось несколько сразу факторов. Это, во-первых, и сам человек должен быть таким, он должен понимать, зачем он это делает, он должен действительно видеть какую-то цель, и целью не может быть просто победа в Олимпиаде. Цель – это что-то большее, там, и даже не поступление в вуз, это получение знаний, например, или там, желание стать хорошим специалистом, ну, то есть что-то такое, вот как мне это видится. И, конечно же, должна помогать школа в этом плане, школа должна относиться к Олимпиадам не как что-то, что отвлекает детей там, от моего предмета там, или от географии, или от еще какого-то предмета.
школа должна понимать также, что, конечно, существует определенный набор знаний, который нужен каждому, и ученики должны это понимать. Но иногда чем-то нужно жертвовать, чтобы добиться больших целей. И когда школа поддерживает тебя, когда школа дает тебе возможность развиваться, свободное там посещение уроков, несколько дней перед Олимпиадой, чтобы погрузиться в предмет, это тоже очень хорошо. И, конечно же, очень важно, чтобы на региональном уровне проводилась поддержка Олимпиады, и вот как у нас происходит с Малой академией наук, да, то есть Малая академия наук постоянно проводит встречи с преподавателями, причем не только из нашего региона, но и из других регионов. Это и выездные школы, и смены, причем эта школа не просто, где ты постоянно учишься, это где ты спокойно общаешься с единомышленниками, где у тебя есть и досуговая программа, и там какие-то интеллектуальные игры. То есть ты просто находишься в этой среде. И Олимпиада – это действительно такое одно большое сообщество, комьюнити, как любят сейчас говорить, и не только в пределах там нашего региона, вот все мы олимпиадники знаем друг друга, да, кто постоянно встречаются на Олимпиадах, участвуют, но и, конечно, за пределами нашего региона. Это и в интернете группы, ВКонтакте, и форумы, и постоянное обсуждение заданий. И вот, например, когда я готовился к литературе, да, очень важно общаться именно с победителями Олимпиады, спрашивать у них. Я просто открывал, когда уже прошел заключительный этап, я просто открывал список победителей прошлого года и находил их ВКонтакте, писал им: здравствуйте, вот меня зовут так-то, так-то, я прошел, можете рассказать советы, как вы. И они все с радостью отвечают, потому что они тоже погружены в эту среду. Они тоже заинтересованы в том, чтобы олимпиадное движение развивалось. Они не относятся друг к другу как к конкурентам, они относятся друг к другу как к хорошим друзьям, как к единомышленникам. И, конечно же, Олимпиада должна стать просто таким образом жизни. И даже чем-то наподобие отдыха от школы. Там пришел, решал тестик по любимому предмету и уже доволен. Ну и немного расскажу про свой путь. Он начался в 5-6 классах. У нас муниципального этапа нет, да, Всероссийской олимпиады школьников, и перечня олимпиады в 5-6 классе их тоже нет, и поэтому в основном это школьный этап олимпиады. И наша школа, Якутский городской лицей, моя школа, очень хороша в том плане, что она именно дает возможность каждому ребенку поучаствовать, проявить себя, потому что в 5-6 классах олимпиады проводятся именно во время уроков, в урочное время, и поэтому, участвуют всем классом, чтобы, во-первых, и дети посмотрели, что это такое, потому что может быть, что, может, школьная программа не очень нравится, может, как-то, что-то не нравится в предмете, но Олимпиада открывает предмет с другой стороны, и ты можешь просто узнать какой-то там, который тебе казалось скучно, там, географию, историю или еще что-то, совсем с другой стороны, узнать, что там можно выходить за рамки школьной программы, что ты должен думать, рассуждать, и уже это поможет человеку загореться и начать дальше заниматься самостоятельно. Кроме того, уже в 7-8 классах я участвовал в муниципальном этапе по 6 предметам, и вот в 7-8 классе я вам реально советую как можно больше участвовать и просто пробуйте себя, не бояться рисковать, вы ничего не теряете, если вы там не заняли что-то. Конечно, неприятно, конечно, чувство ответственности перед школой, перед родителями и так далее есть, но корову вы не проигрываете, ничего вы не теряете, поэтому просто пытайтесь, ищите свой предмет, в чем вы хороши, что вам нравится, и уже потом к 9 классу я советую специализироваться, вот как я решил, что я буду заниматься литературой в 9 классе, целенаправленно готовиться к заключительному этапу, и в этом мне помогала и школа, в первую очередь мой учитель, Индеева Наталья Николаевна, учитель литературы, который, во-первых, задача учителя школьного – это привить любовь к предмету, рассказать, что предмет включает в себя, что можно учиться не только там по школьному учебнику, что есть миллионы работ и так далее. И, конечно же, немножко у нас оборвался интернет, но мы сейчас попробуем восстановить. Я думаю, что так наш докладчик Кирилл был таким, так сказать, воодушевленным и так размахивал руками, что, видимо, интернет тоже не мог. Давайте, коллеги, еще на вопросы поотвечаем. Галина Александровна, вот у нас есть такой вопрос. Значит, если уже ребенок выбрал любимый предмет и даже профессию, есть ли смысл участвовать? Меня слышно, да? Да. Угу. Ага. Да. Это сперва кажется, что все мы выбрали свою профессию, выбрали свой предмет.
ну, надо показать, вот как мы любим этот предмет, какие можем успехи делать в этом предмете. И, конечно, как я поняла, значит, профессия это педагога. Педагогом будет ребенок, да, выбрал профессию педагога. Альберт. Будучи Альберт его зовут. педагогом, будет мотивировать своим примером победителя, призера Олимпиад своих учеников на участие в Олимпиаде. Вот Кирилл подключился. Ага, Продолжим, Кирилл, наверное, мы дальше. тут немножко заполнили паузу, продолжайте. Так, да, спасибо. Меня слышно, да, я просто... Да. Я как истинный олимпиадник преодолеваю препятствия все, сначала на компьютере не получается, вот теперь. Так вот, и главное, как я уже сказал, это не бояться пробовать, пытаться принимать участие в олимпиадах. И, конечно, не надо ставить самоцелью олимпиаду, да, потому что многие ребята, которые, будучи очень заядлыми олимпиадниками, поступают в вузы, и ну, они как бы теряют смысл жизни. Одни начинают помогать, да, они помогают другим, и это становится им как бы такое отдушное. Но другие, они просто не представляют свою жизнь без олимпиад, и потом это все не очень хорошо заканчивается. Поэтому живите полной жизнью, гуляйте, встречайтесь с друзьями, но олимпиада это должно стать таким интеллектуальным времяпрепровождением, скажем так. И когда вы идете в школу, можете смотреть там видео на ютубе, слушать подкаст какой-то по вашему любимому предмету, и все это вам потом поможет, потому что олимпиады по каждому предмету это и мышление, которое у тебя формируется вообще в целом, да, твоим кругозором, и, конечно же, это опыт решения олимпиадных заданий. И, я вам советую участвовать не только в Всероссийской олимпиаде школьников, потому что, у тебя по факту нет права на ошибку. И на каждом этапе, может попасться такое задание, которое, тебе не очень понятна тема, ты как-то не разобрался, может, вообще никогда не слышал. Это нормально, но вот право на ошибку, ошибка слишком дорого стоит на Всероссийской олимпиаде школьников. А перечень олимпиады, во-первых, их много, во-вторых, первый заочный этап, он проходит дистанционно, и ты можешь пользоваться интернетом, любыми там учебниками, и это, конечно, повышает твои шансы выйти на заключительный этап и потом уже там показать все свои знания. И, конечно же, главное не бояться, пробовать, и олимпиада это не только для каких-то там умных, заучек, гениев, олимпиада это просто для людей, которые любят предмет и которые готовы им заниматься в свободное время. Спасибо за внимание. Мы пару вопросов задали. Скажите, Кирилл, как вам родители помогают или вы самостоятельно готовитесь? Алло, не слышите меня? Я вас слышу. Меня не слышно, да? Угу. Нет, не слышно, да. Я хотела спросить, родители вам помогают? В чем их помощь заключается? Родители, конечно... Может, питание усилено? Как мне кажется, задача родителей, помощь родителей... Меня слышно, да? Скажите, пожалуйста. Все, в первую очередь, это, конечно, во-первых, воспитание ребенка, да, то есть там чтение книг в детстве, это все отражается затем, когда у тебя развивается общий кругозор в олимпиаде, потому что это действительно очень важно, особенно по гуманитарным предметам. Это не только знание конкретного предмета, но и просто, там, какой-то социальный опыт и так далее, да. Во-вторых, это, конечно, поддержка во всех начинаниях, родители, с пониманием относятся к моим занятиям, там, я, например, перестал заниматься гитарой, например, но родители понимают, что, что-то приходится отбрасывать, что-то нужно оставлять, и, конечно, поддерживают всячески. Угу. Спасибо. Ребята, еще есть вопросы. Кирилл, вот скажи, пожалуйста, как свой опыт индивидуального обучения в школе? Я знаю, что школа тебе разрешает иметь свою индивидуальную траекторию. Ты можешь посещать или не посещать. Пожалуйста, вот с этим опытом поделись. Мне кажется, что это, конечно, очень хорошо, но именно когда ты вышел на заключительный этап, мне так кажется, потому что до этого вполне реально подготовиться хорошо, за лето там, во время каникул, на выходных, то есть это действительно хорошая возможность, но, во-первых, нужно понимать, что должен быть высокий уровень самоорганизации, потому что... Так, меня слышно? Слышно. Хорошо слышно. Меня не слышно, да? Слышно. Слышно, да? Что, во-первых, это высокий уровень организации, потому что школа, она хоть как-то и организует твой день. То есть ты встаешь рано, ты там заканчиваешь 2. А если ты предоставлен сам себе, то ты должен сам подниматься, не спать до обеда,
организовывать свою подготовку. И в этом плане, конечно, это подходит недалеко не всем, то есть людям, которые уже заинтересованы, да. А когда у тебя есть заключительный этап, это, ну, скажем так, большая ответственность, большая цель, поэтому ты сам себя организуешь. И поэтому, мне кажется, это хорошо именно на заключительном этапе. Но в других регионах практикуют это и повсеместно. Ага, спасибо. Так, еще вот такой вопрос. Ладно, это перед заключительным этапом ты, значит, берешь как бы индивидуальную подготовку и индивидуально обучаешься, да, по своей траектории. А вот ты много ездишь к нам на учебно-тренировочные сборы и, конечно, тоже от школы, ну, ездишь на неделю, ездишь там на сколько-то дней, и в это время ты не учишься. Это мешает вот по другим предметам там учиться? Ну, лично мне не мешает, потому что я вообще отличник в школе, но мне кажется, это потому, что у меня большое чувство ответственности, ну, по сравнению к другим предметам, да. Но в целом, мне кажется, что олимпиаднику несложно наверстать упущенное. То есть олимпиадник быстро проходит материал, он быстро понимает, соображает, и поэтому олимпиады, ну, мне кажется, они не являются таким большой проблемой для других предметов. Спасибо большое. Спасибо. Дискуссия развернулась, да. Видно, что вы друг друга знаете. Но у нас есть еще один докладчик, и я приглашаю присоединиться к нам, выйти в эфир Зульфию Саигуловну, родителя двух прекрасных детишек. Один сын, взрослый, уже в 2017 году школу закончил и был 3 года подряд призером регионального этапа Олимпиады школьников, Всероссийской политехнической олимпиады школьников и по математике, и по физике. А дочка учится в 7 классе в Якутском городском лицее и уже завершила с отличием дистанционных участников онлайн-школы развития талантов лагеря «Сириус». Пожалуйста. Зульфия, слышите нас? Добрый вечер, уважаемые участники. Да, я вас слышу. Добрый вечер. Меня слышно? Да, мы вас слышим, не видим только. Не включайте камеру, да? Да, что-то плохое соединение пишет. Может, попозже включится, да. Итак, ну, я так понимаю, мое выступление будет как раз-таки логичным завершением всех предыдущих выступающих, потому что я как родитель расскажу о своем личном опыте, вот что дает детям участие в олимпиадах. Ну, начну издалека. Вообще, как все начиналось, когда мы переехали вообще в город Якутск, я мало знала о возможности города для обучения и развития детей, и поэтому старшая дочь как бы не приобщена была к олимпиадам, но тем не менее она закончила университет, тот, который выбрала, и успешно все равно и в семье, и на работе. Ну, а потом, когда я изучила уже возможности, то, конечно, и сына, и дочь следующих я уже со 2 класса начинала водить на различные подготовительные курсы. И поэтому со 2 класса у нас начались подготовка к олимпиаде по математике. То есть я водила их на так называемые кружки по математике. Это был кружок начинала вести Паишева Марина Ивановна, которую в республике знают многие. И Вова, классах ему посчастливилось заниматься у Владимира Анатольевича Егорова. Так вот, каждый год продолжались эти занятия, не всегда в семье меня поддерживали, но потому что занятия в основном проходили по субботам и воскресеньям. Но все-таки я продолжала водить, и в дальнейшем я начала водить на курсы по английскому языку, потому что я считаю, что английский язык тоже нужно знать на должном уровне. С начальной школы я уже начала приобщать детей, участвовать в различных олимпиадах. И это были раньше такие, как кенгуру, чип. У нас в республике есть дистанционная олимпиада по математике. Но от родителей в это время зависит, конечно, многое. Нужно, во-первых, отвозить и забирать детей вовремя, нужно не пропускать занятия. А главное, поддерживать детей как в их успехах, так и в неудачах. Ведь не всегда бывают только победы. Тоже воспитывают характер и упорство. Таким образом, накапливался багаж знаний, но и опыт участия в олимпиадах. С 5 класса уже дети все равно начали участвовать в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников.
и в различных городских олимпиадах, каких у нас в городе проводится достаточное количество. Становились призерами, победителями. Вот дочь сейчас учится в 7 классе, но уже для своего возраста имеет немало достижений, как на муниципальном уровне, так и на республиканском. В этом году, вот, несмотря на ситуацию в стране, мы все-таки съездили на Всероссийскую конференцию «Открой себе ученого» в Санкт-Петербурге. И несмотря на то, что она не заняла там призовых мест, но получила поощрение, но в первую очередь она получила опыт участия в таких глобальных конференциях, выступать перед профессорами университетов и вообще пообщаться с такими же ребятами из других регионов. Ну, я уверена, что у нее еще все впереди. Ну, вернусь к успехам сына, который сейчас учится уже на 4 курсе. Благодаря своим результативным участиям в олимпиадах и конференциях его в 9 классе пригласили на программу «Лифт в будущее», которая была в то время. Она проходила в лагере «Орленок». От города поехало, по-моему, 20 ребят. И они там делали проекты различные с наставниками. И затем он уже сам проходил российский конкурс на эту программу и был приглашен повторно, но уже в лагерь «Артек». Таким образом, он за свои успехи уже успел побывать в 2 лагерях. Это, опять же, были новые знакомства, новые впечатления. Ну, вообще в нашей республике действительно поддерживает талантливых детей, я очень рада этому. Это различные гранты и поощрения от администрации города и от республики. Есть замечательная возможность, как все сказали выше выступающие, это в Ленском крае подготовка к олимпиадам, и сын и дочь там были уже несколько раз. В школах тоже поощряют своих талантливых детей. Ну, кстати, Настя учится тоже в Якутском городском лицее, как и Кирилл Ескин. А Вова вот учился в лицее, но потом по состоянию здоровья перешел в общеобразовательную школу. Но также поощрением являются и поездки вот эти во всероссийские лагеря, то есть по результатам достижений можно поехать в Орленок, в Артек, в Океан. И вот за 3 года Вова уже съездил и в Артек несколько раз, и в Орленок. Настя уже тоже побывала в Артеке. К сожалению, сейчас нет такой возможности выехать, но я надеюсь, что все у нас уладится в стране, и выезжать все-таки можно будет. Для этого ничего не нужно делать, практически загружаешь только результаты на сайт, и программа тебя одобряет для того, чтобы ты поехал. Вот сын в 9 классе уже целенаправленно знал предметы, которые ему нужны, поэтому он сдавал их на ОГЭ и на ЕГЭ. И, конечно, он готовился к этим предметам. Он готовился не только в школе, это была самостоятельная подготовка, и в интернете очень много возможностей. Ну, а также посещал курсы вот Северо-Восточного федерального университета, нашего Института развития образования, участвовал в олимпиадах, которые в то время он находил сам. То есть если сейчас их очень активно рекламируют, то раньше такого не было, поэтому он узнавал о них сам. Ездил он на подготовку вот в этот же Ленский край и даже на курсы в Москву в то время один съездил на подготовку по физике. Ну, конечно же, как родителю приходилось делать финансовое вложение, но я вас уверяю, что все это окупается. Самое лучшее вложение средств, я считаю, это в образование детей. Отборочный тур, как уже сказали, проходит дистанционно, поэтому самое главное здесь не пропускать сроки регистрации, сроки выполнения вот этих отборочных туров. Поэтому у моих детей всегда есть напоминалки, которые висят над столом, как говорили выше, да, потому что самое главное не пропустить, их достаточно много. И вот сейчас уже у Насти обклеен над столом, то есть все обклеено, потому что сейчас начинается сезон олимпиад. В 10 классе Вова уже знал, в какой университет ему нужно поступать, и он действительно изучил всю информацию, которая нужна для поступления. И в 11 классе также участвовал во всех олимпиадах, и вот в одной из олимпиад, физтех, он занял призовое место. И для нас было неожиданностью, то есть если сейчас это всем известно, то тогда мы не знали, что эта олимпиада дает возможность поступать без вступительных экзаменов или же приравнять вот результаты по физике к 100 баллам. Ну, он выбрал поступление без вступительных экзаменов, поэтому мы просто приехали в Санкт-Петербург, пошли в тот в университет мечты своего сына, то есть он был непреклонен, только в этот вуз он хотел поступить, поэтому мы просто сдали оригиналы и был зачислен на 1 курс без вступительных экзаменов.
результаты ЕГЭ там уже не смотрели. Поэтому было, конечно, приятной неожиданностью. Ну и результат Олимпиад, кстати, за все 3 года тоже было приятной неожиданностью. В Санкт-Петербурге проходит конкурс для студентов, можно участвовать, и он выиграл этот конкурс, и целый год он получал стипендию 15 тысяч каждый месяц, что было тоже, ну, для ребенка это было, конечно, очень приятно. Кстати, про конкурс он тоже сам из интернета откуда-то нашел информацию. Ну вот, то есть олимпиады, они действительно развивают ребенка, и он уже, то есть, не мог остановиться. И вот на 3-м курсе в этом году он поехал в Финляндию по обмену, потому что ему хотелось действительно общаться и уже в других странах. Ну и уровень английского уже позволяет обучаться на английском языке, поэтому он с удовольствием поехал и полгода проучился там. Нисколько не жалеет, конечно, о том, что вот... Ну вот сейчас многие дети могут подумать, что у моих детей не остается времени на друзей, на свободное время и так далее. Ну, я вас уверяю, они общаются с друзьями, гуляют. Сын любит очень компьютерные игры. Просто нужно уметь правильно ставить приоритеты в нужное время, ставить перед собой цели, к которым нужно стремиться. Кстати, вот Настя занималась 5 лет танцами в ДШИ, и, ну, когда поняла, что профессиональным танцором она все-таки быть не собирается, она переключилась на учебу полностью, потому что действительно надо правильно расставлять приоритеты. Поэтому, дорогие ребята, я вот обращаюсь именно к вам, что у вас есть такие огромные возможности сейчас, тем более в наше время. Ситуация нам так и так подкинула эти возможности, то есть сейчас очень много онлайн-школ, где можно заниматься подготовкой к олимпиадам. То есть не выходя из дома, ты просто в нужное время подключился, выполнил все задания, которые тебе предлагают, они делают работу над ошибками и так далее. То есть возможностей очень много. Можно посещать подготовительные курсы. То есть, и вот как сказали выше, да, нужно участвовать в разных олимпиадах. И несмотря на то, что ты там не всегда будешь выигрывать, но самое важное, ты получаешь опыт. И если ты занимаешься еще дополнительно, то, конечно, твои шансы получить какое-то призовое место, оно увеличивается. Ну, а родителям хотелось бы пожелать терпения, конечно, ну и вложение средств в наших детей, потому что, конечно, наше счастье детей зависит от нас, то есть мы должны их поддерживать в их начинаниях, ну и в их неудачах тоже, поэтому пусть неудач будет поменьше. Но самое главное, чтобы опыт участия у детей был, то есть участие в олимпиадах, это же не просто действительно написать контрольную работу, это совсем другое эмоциональное состояние, и нужно его выдерживать. Спасибо большое. Спасибо большое, друзья. У меня тоже вопрос такой интересный. Олимпиадников. Нуждаются ли они в дополнительном питании? Ну, я не думаю, я так особо не обращала внимания на их питание, то есть никаких дополнительных усилий для их воспитания не требуется. Я очень рада, что они у меня самостоятельные, то есть мне не приходится их заставлять, видимо, потому что с детства вот как бы это по чуть-чуть, да, как бы, я не знаю, или собственным примером, то есть о том, что целей нужно добиваться, о том, что работать нужно, то есть родители работают на работе, а дети, и главная работа – это школа. Ну и если у тебя есть, кстати, вот хочу сказать, что каждый ребенок талантлив во всем, просто он не знает еще, в чем его талант. И вот роль родителей, да, поддержать, то есть можно пробовать сначала одно, потом другое, потом третье, но все равно найти себя. И мне иногда очень жаль детей, которых не поддерживают родители, они такие талантливые, способные, и, к сожалению, не все может сделать школа. Поэтому, да, просьба к родителям, чтобы поддерживали детей. Ну и своим примером, наверное. Ну, относительно питания, конечно, дети у нас должны полноценно питаться в любом случае. Спасибо, спасибо большое. Спасибо. Мы вас отпускаем. Я прошу, давайте, у меня теперь есть вопрос к аудитории. Уважаемые слушатели нашего сегодняшнего вебинара, пожалуйста, поработайте в чате. Мне интересно, сколько у нас родителей. Если вы родитель, поставьте плюсик, пожалуйста.
Если у нас в чате родители, если вы родитель, поставьте плюсик. Потому что с детьми мы уже пообщались, учителя нас точно слушают. Пока вы ставите плюсики, я должна сказать, дорогие наши слушатели сегодняшнего вебинара, что подготовка к олимпиадам – это командная работа. И в команде минимум 3 человека всегда присутствует. Это учитель, это родитель и это сам ученик. Спасибо, огромное количество плюсов у нас получилось. И я хотела бы тоже вам продемонстрировать слайд, поскольку мы инициировали и сейчас проводим проект социального воздействия в Хангаласском улусе Республики Саха, то мы, соответственно, вот так комплексно к подготовке к олимпиадам и готовимся. У нас буквально во вторник запущены курсы для учителей по выявлению и развитию детской одаренности. Мы будем каждого учителя учить, вернее, не каждого учителя, но в каждой школе точно есть команда учителей, которым мы будем учить замечать, выявлять, помогать, поддерживать и продвигать детей, независимо от того, в каких предметах они талантливы и насколько их поддерживают в семье. Но мы хотим сегодня обратиться к вам, уважаемые родители. Вот здесь на слайде приведена ссылочка наша на родительский университет, который мы открыли на сайте проекта, и в нем уже по 4 направлениям размещаем материалы. Мы консультируем родителей и проводим образовательные вебинары детских психологов и нашего университета, и других университетов, выдающихся детских психологов. Не видно слайда? Если видно слайда, пожалуйста, дайте обратную связь мне кто-то из организаторов. Мы исследования проводим родительской вовлеченности. Сейчас мы много что можем сказать о родителях Хангаласского улуса и о том, как школам работать с родителями для того, чтобы каждый ребенок талантливый, заинтересованный был поддержан в семье и в школе. Мы размещаем подборки материалов по актуальным темам детско-родительских отношений, и мы инициируем проекты, которые выполняют совместные команды, школы, учителей, родителей для того, чтобы вовлекаться в школьную жизнь. Поэтому этот сайт у нас открытый, и вот его адрес здесь есть в презентации, он будет у вас, мы презентацию всем разошлем. Вы можете заходить на этот сайт и смотреть, что происходит. Ну что ж, уважаемые коллеги, спасибо всем моим сегодняшним соведущим, тем людям, которые рассказали очень много интересного в рамках сегодняшнего вебинара. Спасибо Малой академии наук, с которой вместе мои коллеги организовывали этот вебинар. Сейчас мы готовимся к учебно-тренировочным сборам для учеников Хангаласского улуса в Малой академии наук. И когда вот основной олимпиадный этап завершится, мы все равно не расстанемся ни с учителями, ни с учениками, ни с родителями, потому что мы в течение всего года, на весь год запускаем большой проект, цикл научно-популярных и общеразвивающих лекций, которые под кодовым названием «Познай себя и мир». Это будут лекции и мастер-классы от ведущих научно-исследовательских вузов, не только нашего университета, но и других, о возможностях человеческого мозга, о возможностях обучения и так далее, и так далее. Они будут проводиться 2 раза в месяц, каждый 2-й и 4-й четверг месяца, с 16 до 17 часов по якутскому времени, и будут представлять из себя выступление докладчика и затем общение и ответы на вопросы. Ближайший мастер-класс, который состоится, будет называться «Учимся учиться» 12 ноября в 9 часов утра по-вашему. И мы разберем на этом мастер-классе, как учиться в удовольствие, каких результатов можно достичь с помощью эффективного обучения. И нашим спикером будет политолог, дизайнер, ну, в общем, человек, так скажем, далекий от образования, но все-таки очень интересный, основатель антишколы, курса «Учимся учиться» или «Как преуспеть на Каусере», Анна, и не вижу ее фамилию, пусть будет просто Анна. Итак, коллеги, встречаемся 12 ноября. Спасибо всем, кто сегодня участвовал в вебинаре. До свидания.